Добрый день. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». В студии Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖРС. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы продолжаем большой цикл программ, посвященных становлению Башкирской Республики. В прошлом выпуске мы остановились на событиях лета 2018 года, когда башкирская власть оказалась между двумя центрами сопротивления большевизму, и Ахмед Заки Валиди налаживал успешные связи и с сибирской стороной, и с Камучем, который обосновался в Самаре. Да, как мы уже говорили в прошлой программе, ни самарцы, ни сибирцы не отрицали прав на самоопределение, но тянули с официальным признанием, в частности, башкирской автономии. Началось наступление осенью 2018 года войск Советской Республики, и положение вот этих самарцев стало очень плохое. На Самарский фронт были отправлены башкирские части, которые воевали, прикрывали отход народной армии. Несколько было таких критических, героических моментов. При прикрывании отхода народной армии практически погиб целый батальон башкирский. Другие башкирские части сражались в бригаде знаменитого в будущем героя гражданской войны генерала Капеля. Ну и вот уже 8 сентября Камуч, находясь фактически накануне своего падения, оно вот наконец-то выдавило из себя запоздалое признание прав нации на самоопределение, в том числе права башкир. Специальной декларацией по национальному вопросу Камуч обязывался в своей деятельности руководствоваться, безусловно, признанием принципа автономии всех национальностей, как бы они ни были малочисленны. Заявление было адресовано, понятно, в основном башкирам. Но дело в том, что уже дни самарского правительства были сочтены, и оно упало. Если это кому-то на самом деле интересно, перед отправкой на фронт башкирские солдаты приносили присягу следующего содержания. «Клянусь именем Всевышнего Аллаха за родину и народ мой, за народное правительство Федеративной России, буду служить, не щадя жизни своей. До последней возможности буду стараться ради спасения государства, родины своей и народа от оскорбляющих и позорящих их злодеев и бунтовщиков, а также ради защиты чести башкирских войск в глазах друзей и врагов. Для подкрепления своей присяги целую священную книгу, ниспосланную нам Аллахом». Фактическим создателем Красной Армии был Лев Троцкий, не имевший военного образования. Почему такой феномен? Да, а создателем башкирской армии тоже был человек, абсолютно не имевший военного образования. А почему военные, чистые такие генералы, закончившие академии, создавали армии, которые не были боеспособны? Это вот парадокс гражданской войны. Видимо, уровень военного дела перешел на тот уровень, что уже не нужны были вот такие специфические военные, которые знают там окопное дело, как окапываться, как стрелять, как куда наступать, а, наверное, уже нужны были военные менеджеры, которые понимали, как снабжать ее правильной армией, как поднимать ее моральный дух. Самое главное, моральный дух. Это, опять же, пропаганда. А Троцкий в этом был дока, и Валиди был не промах. Вот мы только что зачитали вот эту присягу. Издавалась эта пресса войсковая, башкирская, которую читали все солдаты. Военный дух башкирской армии тоже был очень высок, поэтому Красная армия увидела в башкирах серьезного противника. Но антибольшевистские силы, видят, что Красная армия идет таким железным катком, предприняла вот такую последнюю попытку консолидировать все антибольшевистские силы. В конце лета, в начале осени красные захватили практически все Поволжье, потом захватили Самару. Все вот эти антибольшевистские силы съехались в Уфу, где должно было состояться государственное совещание. Оно, кстати, вот это государственное совещание проходило по улице Коммунистической, где здание Дома офицеров, вот это бывшая гостиница Сибирская. И вот на этом государственном совещании все представители антибольшевистских сил, видя, что разношерстный состав вот этой оппозиции, вот Камуч, а вот сибирское правительство, вот башкирское правительство, вот уральское правительство, возникла необходимость создать единое всероссийское правительство. И вот когда консолидировать все силы в один кулак, остановить наступление, вот это была последняя попытка. И все областные правительства, Сибирск, Камуч, башкирское правительство, правительство Уральской республики, правительство казахов, туркестанцев, представители тюрко-татарской автономии приехали тоже. В итоговом документе было написано: устроение освобождающейся России на началах признания за ее отдельными областями прав широкой автономии, обусловленной как географическим и экономическим, так и этническим признаками, предполагая окончательное установление государственной организации на федеративных началах полновластным учредительным собранием. В Уфимском совещании было образовано всероссийское правительство, так называемая Уфимская директория, находилась в Уфе, и вот Уфа почти на 2 месяца стала столицей всей вот этой белой России, кратковременный период. Могу также зачитать акт об образовании Всероссийской
российской верховной власти, государственное совещание в составе съезда членов Всероссийского учредительного собрания и уполномоченных на то представителей Камуч, сибирского правительства, областного правительства Урала, казачьих войск Башкирии, Алаш-Орды, Алаш-Орда это Казахстан, Туркестана и Национального управления тюрко-татар внутренней России единодушном стремлении к спасению Родины, к воссозданию ее единства и обеспечению ее независимости постановила вручить всю полноту власти на всем пространстве государства российского Временному всероссийскому правительству в составе 5 человек: Аксентьева, Астрова, Болдырева, Вологодского и Чайковского. Вот эти 5 человек, они и назывались Уфимской директорией. В это время башкирские войска сражались на Орском фронте, там шли тяжелые бои, город Орск был взят, потом башкирские войска вместе с казаками были двинуты на Актюбинский фронт, еще южнее. На Актюбинском фронте им противостояла Туркестанская армия красных, которая была сформирована в Средней Азии. Но уже тогда назревал конфликт, поскольку Уфимская директория была провозглашена. Потом под напором большевиков ей пришлось из Уфы перебраться в Омск. А в Омск это там засилие такой был махровой военщины, право такой радикальное. И результатом этого стало то, что 4 ноября директория или Временное всероссийское правительство 18 года, вот эта Уфимская директория, которая к тому времени уже перебралась в Омск и уже не называлась Уфимской директорией, просто Временным всероссийским правительством принимает постановление об упразднении Камуча, Башкирского и других областных правительств. Но это как бы закон, поскольку было решено сосредоточить и делегировать власть вот этому всероссийскому правительству. В то же время в отношении войск и других было решено их подчинить единому командованию, новой армии. Вот этой централизации уже фактически произошедшей офицерам в военщине оказалось мало. В ночь, буквально через несколько дней после этих событий, 18 ноября 18 года адмирал Колчак свергает вот эту директорию, Временное всероссийское правительство, и провозглашает себя верховным правителем России. Вот этот государственный переворот, он оттолкнул от себя очень многих, в том числе башкир. Не успели объединиться, очередной раскол наметился. Да, многим это не понравилось, но стиснув зубы, куда девать? Ведь башкирские войска, несмотря на этот переворот Колчака, который повел вот такую политику, который уже, в отличие от директории, не хотел признавать никаких автономий и так далее, башкирские войска продолжали держать фронт, потому что фронт есть фронт. Была даже отменена нумерация башкирских полков, они получили общую нумерацию, общевойсковую, а не как нумерацию в составе башкирского корпуса отдельного. Дело в том, что ведь революция уже далеко зашла, и уже не нужно думать, что казаки там были какие-то такие черносотенцы. Даже в составе оренбургских казаков, даже генерал Дутов, если взять, уже никто о монархии не помышлял, ну и, в принципе, и Колчак не помышлял, но все уже давно привыкли в этот демократический процесс, он захватил умы всего населения, все уже видели будущее России только в виде демократической федеративной республики. И тут Колчак объявляет себя диктатором, естественно, многим не понравилось. Сложилась внутренняя оппозиция ему, уже внутри антибольшевистского движения. Только что вот они в Уфе договорились быть едиными, но вот внутри произошел раскол. Тем не менее, генерал Дутов, который был командиром войсками Оренбургского края, в последний раз обращается к вышедшим в повиновение башкирским войскам, которые были возмущены переворотом. Он обращается к ним: станичники, башкиры и солдаты Народной армии, на вас возлагается начало решительных действий, и от вашего успеха будет покой Оренбургскому краю, войску и Башкортостану. Да здравствует вольное казачество и свободные Башкирия. Но, тем не менее, против Дутова, верного проводника идеи Колчака, стало формироваться в Оренбургском крае заговор. Душой заговора там стали Валидов, потом со стороны оренбургских и уральских казаков атаманы Махин, Каргин, потом, насколько я знаю, представители эсеров, Чайкин и другие. Было решено собрать башкирские войска, которые находились под Оренбургом, войти в Оренбург, напасть на ставку Дутова и арестовать его. И взять управление всеми войсками и Оренбургским краем. И, в принципе, даже эсеры и казаки были не против вступить в переговоры с советами. Вот такая была идея. На тайном совещании, которое произошло в ночь с 1 на 2 декабря 1918 года в здании Караван-Сарай, присутствовали от казахского правительства Мустафа Чокаев, от Камуча Чайкин, от казачества Махин и Каргин, от башкир Валидов. Участники совещания планировали образовать единое правительство, объединяющее Малую Башкирию, Оренбургское и Уральское казачество, Казахстан. Но антидутовский заговор, в общем-то, не состоялся, поскольку один из представителей, как пишут, мусульманин города
Челябинск, Галиев, который узнал о готовящем заговоре, донес об этом Дутову, и Дутов успел отступить в безопасное для себя место в расположении своих войск. Вот этот переворот не удался. Больше уже ничего не оставалось сделать. Валидов покидает Оренбург вместе со своими войсками. Предварительно разграбили несколько складов с вооружением и отступили к селу Красная Мечеть, это Мраково. И там сосредоточился со своим штабом. Но даже вот этот полный разрыв уже с Дутовым и, соответственно, с Колчаком не стал еще поводом для того, чтобы бросить фронт. Башкиры еще 2,5 месяца продолжали держать фронт против Красной Армии, занимая позиции от Оренбурга до Уфы. Особенно тяжелыми бои были под Стерлитамаком. Это интересная позиция в этой ситуации. Башкиры фактически вышли из повиновения. Красная Армия вовсю наступает. Колчак сидит в Омске. Ну, поступи ты дальновиднее. Признает права Громогласа. Пообещай хотя бы. Ну, не то, что пообещать. Тут так нельзя было слишком поступать. Это было бы цинично. Обещать. И недостойно. Но ты же видишь, что вот ситуация какая. То есть, исходи из логики событий. Ситуация такая, что нужно. И причем у Колчака была шикарная возможность. Болдырев писал в это время: опять приставали эстонцы со своей национальной армией. Отказал наотрез. Эстонцы просили: разрешите нам, мы вооружимся и сейчас выступим против большевиков. Нет, понимаете? Ленин вот буквально рукоплескал белому генералу, ведь, призная он автономию Эстонии, Красный Петроград тут же бы оказался прям вот под ударом эстонских частей, или, по крайней мере, там в окружении. Колчак также упорно отказывался признавать суверенный статус Финляндии. Но Финляндия, все, по факту она уже вышла из состава Российской империи. Карл Густав Маннергейм, правитель Финляндии, тоже просил Колчака: давай, признай формально, немедленно сейчас там организую финскую армию, мы атакуем Петроград и выбьем оттуда большевиков. Нет, Маннергейму отказывает Колчак. А что говорить, если финнам он отказал, эстонцам отказал, которые по факту уже вышли из состава Советской России. А что говорить о башкирах? И вот английский советолог Эдвард Карр писал: генералы, воспитанные при царях, в панроссийских традициях, отвергали какие-либо уступки угнетенным нациям. И в пограничных областях, где преобладали нерусские элементы и где шли решающие бои гражданской войны, этот фактор сильно способствовал победе советской власти. Словом, к решающему моменту борьбы антибольшевистский фронт подошел заметно ослабленным. От белых сначала откололись не только их демократическое крыло, но даже и все национальные движения народов России. Ну вот по поводу Колчака, почему он был недальновиден? В чем, на ваш взгляд, причина вот этого поведения? Но я ему симпатизирую, поскольку это боевой офицер, он в личном плане был очень смелым человеком. До того, как началась гражданская война, до революции, он был отличным исследователем Арктики, если вы знаете или не знаете. То есть это был отличный военный офицер. Но вот пришло новое время. Они все были людьми 19 века. И Колчак, и все вот эти генералы, к сожалению. А Ленин, Валидов, Троцкий и так далее, это были людьми 20 века, которые, может быть, были несведущи в военном деле, но они четко понимали, что такое солдат, что ему нужно, не так вот какой-то там палочной дисциплиной и так далее, уставом. Для Колчака был устав, самое главное, выполнение приказов и так далее. Для этих людей было самое главное дух солдата. Они знали, как бы сейчас мы бы говорили, политическое воспитание человека, создание, или как бы сейчас говорили, там, пиар, значение пиара и так далее, как бы это грубо не звучало, применительно к ним. То есть они понимали, как управлять армией, они понимали, что человек – это не винтик какой-то, которому вот ты дал приказ, заройся в окопе и сиди, отстреливайся. Нет, солдат тоже человек, это тоже существо политическое, ему тоже не чужды какие-то представления. Соответственно, они все это хорошо использовали. Поднятие боевого духа солдат, воодушевить – это было самое важное для них. Я считаю, что Колчак, он, конечно, выдающийся офицер, но он никогда не был политиком. Потому что политик, он должен уметь переступать через люблю-не люблю, нравится-не нравится. Если это целесообразно, то он должен уметь договариваться, как бы ему, значит, это не было неприятно. Хотелось бы еще тогда упомянуть, что вот в этот период на территории современного Татарстана происходило. На территории Казанской губернии она была, в общем-то, полностью под пятой советской власти. Наступление началось красных. Красные выбили, как я уже говорил. Там же два проекта боролись между собой. Был буржуазный, так скажем, штат Идель-Урал и его советизированный вариант Татаро-Башкирской республики. Когда была Татаро-Башкирская республика декретирована, штат Идель-Урал, который тоже уже был провозглашен к тому моменту, вообще он не получил никакой поддержки. Штат Идель-Урал локализовался в татарской слободе Казани.
так называемая Забулачная республика. Там река Булак, за рекой Булак, вот это татарская слобода. Вот и все. Во главе нее находился лидер Забулачной республики Илья Салкин. Ну, потом отряд Красной гвардии вошел и, в общем-то, разогнал всю эту республику. После этого, кстати, Илья Салкин бежал к Валидову в башкирское войско и, в общем-то, был принят в штаб башкирской армии. Наиболее решительный человек. Но я же говорю, вот эти проекты, они не имели поддержки. Но, видимо, это вот было связано, может быть, с ментальностью казанских мусульман, то, что идея территориальной автономии как-то им было не близко. Видимо, привыкшие жить в условиях вот такого диаспорного народа. А у башкир же это было, поскольку они были вотчинниками, было четкое представление, вот это наша земля, и мы за нее будем сражаться и умирать. И хотелось бы уточнить максимальная численность башкирского войска вот в этот период. Численность есть, общая численность войск башкирского корпуса более 10 тысяч человек. Но это не считая еще отрядов милиции. Из кого это войско собиралось? Представители каких родов были наиболее многочисленны, с какой части Башкирии? Первые башкирские полки, они формировались, как я уже говорил, в Челябинске. Первый башкирский там полк, значительная часть, она состояла из аргаяшских башкир, за Урале. Первые формирования-то начали формироваться в районе Баймакского завода, кавалерийский полк Амира Карамышева. То есть тут, наверное, уже нельзя вычленить, ведь Валиди, он был отличный военный организатор, был составлен отличный мобилизационный план, шел призыв молодежи, причем, как сейчас говорят, откосов не было, что поражало и оренбургские власти казаков, не было вот таких дезертиров, откосов и так далее. И, соответственно, удалось вот эту армию в считанные дни, то есть это вот как, я не специалист в области военного строительства, но вот есть у нас историк Таймасов, Рустам Сулейманович, который пишет, что это было феноменальное явление, и аналогичного не было нигде, чтобы там буквально 2-3 месяца была собрана целая армия. Потому что сформировать армию – это очень сложно. Но фактически ресурсы позволяли сделать армию и в 20, и в 50 большей численности армию создать. Людские ресурсы и мобилизационные ресурсы, все это было. Но не было чего, самого главного. Достаточно вооружения не было. Ведь армия что? Это вооружение, это снабжение. Солдат надо кормить. Вот этого не было. А то, что получали башкиры от самарского и сибирского правительства, все выдавалось по остаточному принципу. Они боялись создать вот эту огромную башкирскую армию на Южном Урале, которая вообще перестанет их слушаться. Поэтому снабжали понемногу. Она, чтобы с голода не померла и сохраняла боеспособность, могла воевать. И чтобы не слишком многочисленной было. Вот там тоже была своя хитрая политика. Я же говорю, что Валидов, его гений оказался в том, что он сумел и от чехов взять, брать и от сибирцев, и от самарцев. Только так, большими вот такими хитростями ему удалось собрать 10-тысячное войско. Ну что ж, время нашей программы подходит к концу. Я напомню нашим слушателям, что мы с нашим постоянным экспертом, руководителем автономной некоммерческой организации ШЖР Салаватом Хамидуллиным ведем цикл программ, посвященных становлению Башкирской республики, и довольно подробно разбираем сейчас в последних программах события 2018 года о том, как гражданская война влияла на этот процесс. Продолжим общаться в следующих программах. Я благодарю вас, Салават. Я вас благодарю. Благодарю всех наших слушателей. До новых встреч. До свидания.